Добрый день, в эфире «Город женщин». Сегодня пятница, а это значит, с вами вновь Юлия Федорова, Саргалана Амосова. Добрый день. И Юлиана Ким. Здравствуйте. Мы долго думали над темой сегодняшнего нашего эфира, но когда готовили один сюжет, узнали, что у героини сюжета, у дочери очень интересное имя. И решили сегодня поговорить об именах. Признаюсь честно, в детстве мне совсем не нравилось мое имя. Мне хотелось быть просто Ирой или Леночкой. Это было все потому, что в моем окружении совсем не было детей с якутскими именами. А мне очень нравилось мое имя, потому что родители мне дали необычное имя Юлиана. Также и в паспорте записано. И сегодняшняя наша тема «Что в имени твоем?». Мы продолжаем подготовку к Новому году. И у нашей Юлианы Ким, как всегда, очень много идей. И сегодня она расскажет, как сделать необычную подушку своими руками. Итак, рубрика «Фабрика идей». Сегодня в нашей рубрике «Фабрика идей» я бы хотела поговорить о том, что впереди новогодние каникулы, а значит, мы будем много времени проводить с родными и близкими. Что мы будем делать? Наверное, в одни из вечеров будем смотреть фильмы. Спокойно, не спеша, не торопясь, да. А для этого, чтобы на диванчике было уютненько, я решила вам показать сегодня, как сделать красивую подушку в форме гигантского шара новогоднего. Итак, для этого нам понадобится ткань такая, бархат, стрейч. Так, я на одну подушку купила где-то полметра. Потом я сделала шаблон вот такой в форме листочка, сложила его вдвое и обвела наш шаблон на ткань с помощью мелка. Следующим моим шагом было, я вот вырезала, соединила ткань на машинке вот таким вот образом, две части у нас. И потом вот таким вот образом мы сшиваем наши следующие листочки, так их назовем, и у нас получится круг. Но в конце мы оставим небольшой зазор для того, чтобы поместить в нашу подушку холофайбер. Это вот такой материал, которым наполняется подушка. Далее, вот у меня есть такая замечательная ткань, называется парча. Из нее я сделала верхушку нашего шарика. Я его буду пришивать, когда сошью подушку. Так, и пока, наверное, я приступлю, это петелька, потом в конце, куда, типа, да, это вот ниточка. как будто вот шарик на елочку вешается. У нас будет Юля, у меня вопрос. шар. А в произвольной форме, да, вот этот лепесточек, можно большой, маленький или как? Да, можно большой, можно маленький. Я вот просто вчера сама на глаз, да, нарисовала половинку, да, потом вырезала, и у меня получился такой ровный листочек. Соответственно, если вы, конечно, будете рисовать листочек сразу, он не получится таким ровным. Также и поступаете и с тканью. Сначала на одной части, потом перевернете и нанесете на другую часть. Это секретики. Потом вырезаете все это, и у вас вот получается вот так. Вот таких частей заполоскать нужно 6. 6 частей, мы их сшиваем между собой. И у нас получается круг. А зависит, сколько частей от размера шарика, который будет? Размер не зависит, но частей должно быть 6, чтобы был ровный круг, да. Неважно, там большие или маленькие. Да. Я вот сейчас в ходе передачи буду сшивать вот эти детальки. Потом буду помещать туда холофайбер, наполнять продается, да, и зашивать вот это вот наше пространство, которое мы оставляли. И потом покажу, что у нас получилось в конце передачи. Ну, пока Юлиана нас шьет, я хотела бы поздравить работников органов ЗАГСа.
Буквально на днях они отметили 100-летие со дня образования органов ЗАГС. И именно сотрудники ЗАГСа знают все имена, даже те, о которых мы никогда не слышали. И сегодня я хотела бы пригласить в студию Светлану Филиппову, руководителя управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. Светлана Афанасьевна, мы вас поздравляем всех ваших сотрудников. Спасибо. Имена вы слышали за свою работу, да, очень, наверное, много. Самые-самые необычные, как вот называют детей? Действительно, у нас родители разные, очень романтичные есть родители, очень, в общем, хотят, конечно, чтобы дети как-то, может быть, или выделялись, или, может быть, это имя нравится. Они разные действительно дают имена. И есть необычные имена, которые я сейчас скажу. Допустим, среди мужских имен в этом году, да, есть необычное имя для мальчика – Айтал Клаудия, двойное имя, да, Андрей Йорк. Клауе? Клаудио. Клаудио. Да. Это навеяно, наверное, тоже какими-то фильмами или Да, героями. Крым Султан, Север, Тюме, Пролетарий, Хорсун, Батур, Эммануэле. А среди девочек у нас есть такие имена, как Аламай, Авигея, Авдотья, и двойное имя Андромеда Аина, Аюрведа, Снежина Харчана, Себекки, Луна. О, какие интересные и красивые Да, имена. сейчас, по-моему, модно двойные имена, да, давать? Да, есть, ну, есть такая мода. Но я бы хотела еще к этому сказать. В самом деле, чтобы родители сильно не мудрили, в мае 2017 года Государственная Дума приняла изменения в статью 58 Семейного кодекса и статью 18 Федерального закона об актах гражданского состояния. Эти изменения коснулись как раз по присвоению имени. Они направлены на защиту интересов детей, когда родители могут, ну, запрет делают родителям, присваивают именно цифровые, используют, аббревиатуру, используют символы какие-то, раньше такие тоже были Ну, например, случаи, какие да, символы и можно поэтому, использовать? да, Да, и вот далее запрещено еще давать имена должностей, титулов. Различные там президент, Да, принцесса, да, да? да. Вот как раз этот закон запрещает вот именно давать такие имена детям. Да, я вот- Это все в интересах детей. Да, я вот читала, что в каком-то городе, да, ребенка называли ЧД-12, вот человеческий детеныш 12, Ой, видимо, да, по да, счету, да. Биологический объект человечества дают. Ой, Буч. ужас. Поэтому, чтобы таких уже случаев не было, сегодня работники органов ЗАГС могут уже использовать этот закон, чтобы детям не присваивали вот такие очень сложные имена. А если вот, допустим, придут родители и скажут, что хотят назвать ребенка джедай, вы имеете право им отказать в этом? Нет, мы вот именно конкретно вот такого имени мы не можем отказать, потому что она как бы все соответствует, поэтому мы Это сделаем так, нечислительно, как, это да, не- так, как Ну, а хотят как-то, может родители. быть, все равно чисто по-человечески там Советуете как-то? посоветовать. А когда действительно люди не могут к какому-то одному мнению прийти, родители, допустим, да, мы можем им предложить справочник имен. Они могут действительно, у нас есть справочник огромный, они могут в самом деле найти там для себя, может быть, обоюдное согласие, найти какое-то одно имя. Могут. Мы им даем такое, как бы, такую консультацию. А я вот в Но самом... запретить не можем. Вот в самом начале я рассказала, что вот меня зовут Саргалана, Ага. и я стеснялась в детстве, потому что ну, вот, у меня якутское имя. А сейчас вот как тенденция на увеличение идет якутских имен? Сегодня вообще закон, закон разрешает менять имя с 14 лет. Согласие родителей, обоих родителей, да, или по решению суда.
Могут дети прийти и поменять имени, даже могут поменять сразу все три: имя, фамилия, имя и отчество могут поменять одно из имени или фамилию, или имя, или отчество. Да? А по решению суда это что должно быть? Это уже когда родители как-то не согласны, наверное. Есть, но это очень исключительные случаи. Это исключительные случаи. И еще до 14 лет, если родители хотят поменять имя, то нужно обязательно решение органов опеки надо. Согласие, оно выходит как распоряжение, поэтому с этим решением только тогда в полном объеме будет пакет документов, мы начинаем работать над детьми. А до 14 лет ты ходишь да? Нет, родители могут поменять, родители могут поменять, но именно с разрешения органов опеки. Вот, допустим, мне исполнилось 14 лет, и я хочу поменять все, и фамилию, и имя, и отчество. Согласие родителей обоих. Согласие родителей. Да. Согласие обоих родителей. А с 18 лет уже человеку уже по достижению совершеннолетия уже не надо иметь значит, любой человек может поменять. Вот, допустим, я Юлия Федорова и решила стать какой-нибудь там... Да, иметь, я не знала, например, то, что имя, да, можно... И фамилию можно ли выбрать? И фамилию в основном меняют, да. Фамилию, если вообще посмотреть у нас, аналитику какую-то провести, фамилию у нас в основном 50% меняют, когда ходят замуж. Ну да, это понятно. Это все-таки это одно. А более 20% меняют уже, когда возвращают себе прежнюю фамилию по отцу или по матери, или при разводе? Да, при разводе в основном. А так просто я могу прийти и захотела какую-то там необычную фамилию? Имеете право. Да? Да. Ничего себе. А мужчины как часто берут фамилию своей жены? Это очень редко. Редко? Это очень редкость. Допустим, человек хочет поменять имя, мы переменную имени сделать. Этот вид акта, конечно, ежегодно растет, но чуть-чуть, ежегодно растет, да? Но как он может сделать? Он может подать заявление по месту жительства или по месту рождения. И поменять свою, да? Да. А вот сейчас я знаю, что есть якутские отчества. Да. Есть якутские отчества, есть у нас закон от 2012 года о присвоении фамилии, имени, отчества согласно национальным обычаям, да, то только при государственной регистрации рождения. То есть, когда родители приходят, то якутское имя ребенку могут сразу дать. Это называется при государственной регистрации рождения. После того, как ребенок уже вырос, допустим, до 14 лет тоже могут сделать. Да, например? То нет, при регистрации рождения, то присваивается извините, пожалуйста, мы сейчас должны прерваться на рекламу. Сразу после этого мы еще более подробнее об этом поговорим. Хорошо. Вы смотрите «Город женщин», и мы продолжаем говорить об именах. У нас в гостях сегодня Светлана Филиппова, руководитель управления ЗАГСа при правительстве Республики Саха-Якутия. На одну из наших передач приходила ясновидящая и сказала, что в 2018 году будет бэби-бум. Но мы бы хотели узнать, какие тенденции были в 2017 году, как называли своих детей наши жители республики. Я тут, конечно, соглашусь с ясновидящей. В самом деле, предпосылки о том, что будет бэби-бум, нам сегодня говорят цифры. По итогам 9 месяцев этого года, да, у нас регистрация актов о заключении браков увеличилась. Да? Да, на 438, Значит, поэтому на самом деле тенденции, возможно, таковые есть. Ага. И какие были самые популярные имена? Как Самые популярные имена последние 3 года. Мы опять-таки аналитические справочные материалы себе делаем, да. Традиционно они остались такими же, они классические в основном, да. Это Артем среди мальчиков, да, Александр, Дмитрий, Максим, Данил, Виктор остались. Среди имен девочек вообще по России на первом месте стоит София. Да, София. Кстати, у меня у сына 4 Софии в классе. София, эта тенденция сохраняется в последние 3 года. И еще есть, кроме Софии, Александра, Анастасия, Алина, Арина,
Вот такие имена. Миланы, Милены уже все Милан- прошли. Да, вот потихоньку они как бы уменьшаются, да. Да, когда я была маленькая, Но у меня все вокруг равно были есть все Милена и Марии. Милана. Да, есть, но тем не Я менее. когда они в школу такие. ходила, у нас все были Юлии. У меня У четыре меня тоже, тоже в 4 окружении Юли было в 4 классе. подруги Юлии все. Ну, сегодня это София и Анастасия. Кто приходит регистрировать ребенка чаще? Да, это очень интересный вопрос. Вы же знаете, что регистрируют сразу при рождении, Да. когда выписываются из больницы, да. Поэтому приходят, конечно, в основном папы и приходят бабушки. Но когда приходят бабушки, и у них на руках должна быть доверенность от родителей. Какое имя они согласны дать своему ребенку. Спасибо большое за столь интересную беседу. Я напоминаю, у нас в гостях была Светлана Филиппова, руководитель управления ЗАГС при правительстве Республики Саха-Якутия. А что такое Новый год и какие подарки хотят получить наши дети? Мы об этом спросили наших маленьких телезрителей. Об этом мы сейчас узнаем в рубрике «Устами младенца». Спонсор рубрики «Развлекательный центр Мандарин». Новый год – это практически самый любимый праздник для детей. Приходит Дед Мороз, дарит им подарки. Новый год похож тоже на день рождения, а день рождения похож на Новый год. Новый год – это когда елка стоит дома, и все празднуют Новый год. И еще Дед Мороз приходит. Мы должны ему рассказать стишки, и он нам даст подарки. А если не расскажешь стих, Дед Мороз не подарит подарки. В 12 часов наступает другой год. Наша Вселенная может стать старше, и только в Новый год можно ложиться спать в 12 часов ночи или в 3 часа ночи. Новый год – это праздник веселья и радости. Его празднуют 31 декабря. Дедушка Мороз – это как простой дедушка, который дарит детям подарки только 31 или 1 января подарки. Дедушка Мороз не дарит взрослым, потому что они же не играют как ребенки. Дед Мороз, он радостный, счастливый, и у него есть дочка по имени Снегурочка. И он холодный, почти как снег. Иногда, если какой-то человек наряжается Дед Морозом, я сразу говорю, что это не настоящий Дед Мороз. Дед Мороз живет на Северном полюсе, чтобы жить и не растаять, а то летом он и растает. В городе Великий Устюг, Вологодская область. Он там живет, потому что это его собственный город. Дед Мороз живет на Северном полюсе со своей внучкой Снегурочкой. В Антарктиде. Где там пингвины и всякое такое. Я хочу себе куколку Лол, большой-большой шарик куколки Лол. И еще новый телефончик. У меня есть телефоны, только они старые, заедают. А куколка Лола это классно, а у меня поделки. Красивое платье, хрустальные туфельки и собачку настоящую. Нет, не собачку, а лучше котенка. Я просто обожаю котят. Деньги, iPhone, ноутбук Apple. Я захотела себе синий гелоскутер, все погодний. Котенок, собачка, игрушка Майнкрафт, Лего. Я хочу, чтобы он мне подарил игрушечный меч. Настоящий-то он всех поотрубает. И еще конфетный мир попасть и много конфет. 8 подарков я хочу.
Какой забавный ребенок. Наверное, Дедушке Морозу будет сложно сделать такие подарки, потому что мы все знаем, то, что у Деда Мороза есть только фабрика игрушек, и электронную технику он не производит. Да, у нас, кстати, в студии находятся игрушки прямо с фабрики Деда Мороза. Я призываю всех родителей бежать бегом в хозмаркет, где вы можете приобрести и коробочки, куда упаковать подарки вкусные, сладкие. Это и куколки, и пупсики различные. Это и большие маленькие куклы, и принцессы, семьи. Это все для ваших детей. Приходите в хозмаркет. Кстати, прямо сейчас объявлены скидки на детские карнавальные костюмы. И переходим к теме имен. Сегодня мы пригласили в студию Анну Сергееву. Это семейный психолог, которая поможет нам разобраться в именах, как принять свое имя, если оно у тебя необычное, как называть ребенка и влияет ли имя на характер. Да. Анна, добрый день. Здравствуйте. Ну, имя, конечно, имеет свое влияние. Вообще в жизни никогда ничего случайного не бывает. И издревле, по идее, имена всегда выбирали подходили к этому вопросу очень серьезно. Да? Детям не давали такие громкие имена. Допустим, если взять наш народ и вообще тюркский народ, да, то, допустим, такие имена, как Дыгын, Дархан, Хан, да, ну, такие имена, конечно, не давали, потому что считалось, что мы таким образом как-то подвергаем ребенка какой-то опасности, да, и насколько он ответит этим громким именам. И вот если обращаться к истории Чингисхана, то его, как вы все знаете, звали Тимучин, а потом ему уже, когда он получил статус хана, он уже получил имя Чингисхан, да, допустим. И вот очень важно, но сегодня вообще родители стали намного как-то, я скажу, грамотнее, что ли. Даже некоторые родители смотрят на расположение планет, да, соответствует ли имя этому, не считая даже вот месяца, зодиакального знака, да. Все это на самом деле действительно имеет какое-то свое значение, и недаром же все имена были изучены, и каждое имя имеет свой характер. Поэтому нужно смотреть, да, вот опасность только в этом, когда мы детям даем какие-то громкие имена, и будет ли соответствовать потом его жизнь, и сам он будет ли соответствовать этому громкому имени. А я вот наоборот слышала, да, что детям нужно давать такие имена, чтобы он был сильным, там каким-то властным. Ну, или там да, на букву А, да. Нужно наоборот давать Сила такие и власть, имена да. сильные, какие-то там Виктор, Вот со смотрите, звучащими буквами Р. Там. Вот, у меня, допустим, имя Анна, а отчество у меня Артуровна, да, и вообще мне импонирует очень имя Артур, мужское имя Артур, да, хотя оно не такое сегодня, так сказать, популярное, но встречаются такие мужчины, вот я сейчас наблюдаю, ребята вообще с именами Артур, они такие сильные, но они соответствуют характеристика имени Артур, медведь сильный, там все вот с силой связано, да, такой мужчина, он победитель. Ну а когда все же это все, видимо, расположение тех же звезд, тех же планет, того же зодиакального знака, когда все это совпадает вместе, тогда да, тогда мы отвечаем этому имени, и имя нам будет помогать по жизни. А когда вот этой совокупности нет, к сожалению, имя может давить наоборот на человека, я об этом говорю. А можно ли детей называть в честь бабушек, дедушек? Я тоже слышала такое, что нежелательно называть в честь кого-то. Типа у тебя должно быть свое имя. Ну, как сказать, вот здесь тоже очень спорный момент, потому что можно или нельзя, невозможно однозначно сказать, да? Почему бы и нет, с другой стороны? С одной стороны, нужно смотреть на жизнь бабушки или дедушки, которому мы хотим дать ребенку имя, и если мы не хотим, допустим, повторения той жизни, которая была прожита бабушкой или дедушкой, ну, тут кто во что верит, так скажем, да, и вообще, когда мы говорим о принятии себя, о принятии имени, о принятии вообще себя, да, тела своего, допустим, тут идет совсем уже в глубокие корни идет понятие, когда мы
в первую очередь ставим веру. Я всегда говорю, что в приоритетных ценностях человека всегда в первую очередь должна стоять вера. То есть, каким мы пришли в этот мир, нас создали сверху, отправили, так можно сказать, да, в таком виде, и в таком виде мы должны себя принимать. То есть, пресловутое вот это вот «полюби себя» на самом деле другими словами означает «прими себя таким, какой ты есть». Анна, И не спасибо надо, большое. Мы сейчас да, прервемся спорить. на рекламу, и сразу после рекламы мы продолжим разговор. Я напоминаю, что вы смотрите «Город женщин», и сегодня мы говорим об именах. У нас в студии в гостях семейный психолог Анна Сергеева. Анна, вот как принять свое имя, допустим, если ребенка назвали каким-то необычным именем? Многие дети вот комплексуют. Например, Саргалана, да, у нее не было рядом вот детей с якутскими именами, она очень комплексовала по этому поводу. Как быть ребенку и родителям? Как поступить? Ну, я очень часто встречаю таких детей, которые где-то к 10 лет или к 14 годам начинают вообще задумываться, стоит ли дальше жить с этим именем. Я родителям бы посоветовала, родители же дают имена, да? И когда ребенок вырастает, он в принципе понимает, жить ему с этим именем или нет, он чувствует это как интуитивно. Поэтому если ребенок, ну, уж совсем не может и не хочет с этим именем дальше жить, родителям я бы посоветовала не перечить ребенку и действительно пойти в ЗАГС, в орган ЗАГСа, да, кажется, меняет имена, и поменять ребенку имя, на которое он хочет, потому что жить с именем этому ребенку, его жизнь личная, поэтому если очень уж хочется, то это необходимо сделать для того, чтобы человек себя комфортно чувствовал по жизни, да? Это очень важно. Ну а в остальном, если вот такого комплекса, допустим, вроде типа вот я одна, тут тоже посоветовала бы родителям, чтобы это переиначили на положительную сторону. Ты одна, ты такая вся необычная, все с такими именами, а у тебя такое имя. Это родителям, детям может только помочь родитель перенести вот этот кризисный момент комплекса, допустим, над чем-то, и не только над именем. Вот, допустим, дети, да, жестокие бывают в школе, Да. и обзываются там, да. Если вот, допустим, может он другой национальности или еще что-то, да, вот с какое-то свое национальное имя. Да. Вот как быть этому ребенку с таким вот именем тоже? Ну вот тут помощь, опять же, родителей. И родителям нужно как-то донести до ребенка, что, в принципе, это неплохо. Ему нужно просто, как сказать, перейти вот этот этап жизни, когда стыдно за что-то, да, и именно в подростковом возрасте появляется вот это вот неприятие в большинстве своем себя, потому что тут переход, скачок от одного возраста к другому, и с этим связано и как правильно всё. направить, как правильно сказать? Вот как я сказала, то, что родителям нужно как-то объяснить в другую, то есть в положительную сторону перенести вот все те отрицательные моменты, с которыми встречается ребенок, когда он думает, что вот у меня плохое имя, а на самом деле наоборот. Да, Рассказать знаете, ему вот- значение имени, почему они ребенка так назвали, да, и все вот это вот с положительной стороны только ребенку рассказать, объяснить. В большинстве своем все проблемы наши решаются через общение. Общение – это вот первый постулат гармоничных отношений ребенка с родителем и взросления ребенка, развития ребенка. А еще бывает то, что вот имя ассоциируется с чем-то, ну, или не с плохим человеком. Ну, вот я вот когда была подростком, я видела женщину, ее звали Лана. И она была не такая, какой я себе представляла, ну, какой должна быть женщина. Да? Она была немножко вяленькая, скучненькая. А я в подростковом возрасте, я думала, когда меня так называли, я ассоциировала себя сразу с ней. Потому что имя такое как вяленькое, неинтересное. Вот опять про мое имя, но вот как вы считаете, вот как избавиться от этих ассоциаций? Ну как, здесь очень важна внутренняя вот работа над собой. Вот мы же даже не только меняем, как сказать, ассоциативные свои мышления, да, все зависит от самого человека.
И, естественно, если вы этот образ поменяете на более положительный образ, и в дальнейшем вам тоже так же будет казаться. Нужно просто Это найти да. Лану, Да, красивую, красивую, да, успешную. успешную. Вот в таком всегда никакой науки не нужно, да. Мы всегда можем работать над собой и поменять все то, что отрицательное у нас в жизни происходит, на положительный момент. Даже когда очень плохо, нужно говорить, это сегодня происходит со мной, потому что там, допустим, мне нужно что-то сделать, больше там усилий, зато завтра у меня будет все еще лучше. А еще бывает, что человек меняет имя, но не все его сразу принимают. Да. Да, а как вот, дайте вот практические советы, вот если я завтра захочу проснуться Еленой, как мне вот приучить других меня называть так? Внутренняя убежденность в том, что сегодня я уже Елена, вот самое главное, сегодня я Елена и все, да, ваша внутренняя убежденность, и когда я считаю себя супер красивой, мощной, умной, да, тогда и все окружающие будут считать меня таковой. То есть, если я внутренне убеждена, что Елена, очень многие через короткое время будут убеждены, что ты Елена. Вот секрет очень прост. Как я себя чувствую, ровно так меня принимает окружающий мир. Спасибо большое. Очень интересно было с вами поговорить. Спасибо, что пришли к нам. Я напоминаю, у нас в гостях была Анна Сергеева, семейный психолог. А мы продолжаем. Впереди нас ждет рубрика «Полезный Инстаграм», где Саргалана Амосова расскажет о тенденциях 2017 года. Само название аккаунта, а также первая строчка, которая темненькая в описании профиля. Очень важно выбрать себе созвучный такой ник, да, скажем, чтобы он был не нагружен лишними цифрами, там не было лишних черточек, каких-то символов, потому что у меня был такой случай, когда я нашла, ну и не один раз такое было, да, когда я находила классные аккаунты, забывала подписаться, да, не сохраняла. Так и он у меня пропадал и не находился. У вас такое было, девочки? Да. У меня было. постоянно, я все время, чтобы не засорять свой эфир, да, свою ленту, я не подписываюсь обычно на аккаунты какие-то вот ненужные. А потом что-то у них там промелькнуло где-то в интересном, и хочешь найти, и не можешь, не запоминается, Да. вообще не запоминается. А еще, наверное, это у кого-то свои какие-то символы, может, защиты, может, там, притяжение какой-то удачи, богатства, да. Многие используют цифры. Да. Но 8. я, не то чтобы против, да, но просто немножко это смотрится визуально не очень красиво, на мой взгляд. И еще, вот я говорила же про первую строчку в описании аккаунта. Но если вы просто человек, вы, конечно, пишете там свое имя и фамилию. Да, но если вы предоставляете услугу, что-то продаете, вы там должны писать именно то, чем вы занимаетесь. Вот у меня написано продвижение в Инстаграм. Ты бы вязала, ты бы написала «вяжу на заказ», например. Юля бы, Юля хендмейд, она так и так написала, она умница, она все делает, как я говорю. У нее там и написано «хендмейд», «город женщин», да, «Якут», все верно у нее написано. Всю информацию. А сколько там, много знаков влазит? Да. И еще есть такой интересный вопрос, когда люди часто меняют ники. Вот, да. вот это я хотела Но тоже спросить. если вы нацелены... Ну, кстати, у меня тоже такое было, то, что я была Саргалана Амосова, Лана Амосова, Амосова СВ, там я много-много Потом меняла. люди путаются, хотят Да, тебя найти, не могут. Да. И если вы намерены именно развивать свою страничку, то, пожалуйста, Не меняйте. не меняйте имена, оставайтесь с ним, потому что сейчас я могу сказать, что все известные блогеры, вы, наверное, даже сейчас можете сказать, как их зовут в городе Якутске. Предновогодняя неделя проходит в суете и наполнена новыми событиями. О самых интересных новостях в мире Инстаграма мы расскажем вам прямо сейчас в сюжете Маргариты Макаровой.
На этой неделе в Инстаграме зажглась новая звезда якутской эстрады, и это Алмаз Васильев. Его клип на песню «Төттүм» вызвал большой интерес среди пользователей данной социальной сети. Отметим, что видео было снято всего лишь за 2 дня. А в это время также набирает популярность и светодиодный фонтан, установленный в центре города. Многие выбираются на улицу и решают лишний раз прогуляться в такой мороз, чтобы сделать фотографию или выложить сторис на его фоне. Сейчас все готовятся к Новому году, и глава республики Егор Борисов не исключение. Этой новостью он поделился со своими подписчиками. Вместе с внуками он нарядил елку и по традиции украсил двор. А кто-то украшает свои владения немного иначе. Например, житель Намского Улуса слепил из навоза символ 2018 года – собаку. Между прочим, получилось очень даже мило. А в Америке на престижном кинофестивале независимого кино покажут документальный фильм якутянина о клонировании мамонта и искателей бивня. Режиссер картины «Генезис 2.0» Максим Арбугаев. А в это время фотография Ирены Фаирушиной с лапшой в руках разлетелась по всем якутским пабликам. Палочки с этой азиатской вкусностью буквально застыли за несколько секунд на таком морозе и не оставили равнодушным ни одного комментатора. На этот раз девушкой недели по версии самого крупного интернет-сообщества республики Якутиан Бьюти стала Наталья Строева. Ее красоту и грациозность можно распознать с первой же секунды. При всем при этом девушка с красным дипломом окончила школу, а свое призвание она нашла в медицине. На данный момент она представляет свой родной город в конкурсе «Мисс Якутия». У нас для вас хорошие новости. Мы объявили кастинг на роль ведущей передачи «Город женщин». Подписывайтесь на нашу страничку в Инстаграме и узнавайте все подробности. С наступающим вас! В конце декабря принято подводить итоги уходящего года. Так что же интересного подарил нам Инстаграм в 2017 году? Бомбой этого года стали сторис и прямые эфиры. Думаю, все со мной согласятся. Ведь всем людям интересны обычные люди, их обычная жизнь. Всем поднадоели идеальные фотографии, идеальные жизни. Вот вы как часто пользуетесь сторис? Я вообще не пользуюсь, если честно. У меня просто времени нет. Я вот, допустим, захожу в Инстаграм, так и все, и закрыла. У меня вот эта неделя, да, какая неделя? Уже месяц, наверное, да, весь декабрь в суете. В такой суете, что у меня не хватает времени. И почему-то я, может быть, консерватор или как, вот эти вот сторис, вот это все, я вообще их не просматриваю. Да, а я вот тебе советую обязательно их посмотреть, потому что я сама сейчас смотрю только сторис. Ну, ленту иногда пролистываю, когда время есть, но сторис это как сериал прямо, это вот прям можешь сидеть и смотреть бесконечно. А также очень много новинок Stories, появилось. Кстати, да, нет права на ошибку же, да? Да, Ты потому что да. снимаешь и сразу Да, прямой это эфир. прямо вот как, есть очень активные люди. Да, вот как прямо у нас, да. И сейчас появилось очень много новинок. Сейчас появилась, вот вы заметили, подписка на хэштеги. Вот если вам интересно что-то читать, да, вы хотите прочитать, там, не знаю, про новости культуры, не обязательно подписываться на кого-то, вы можете просто читать новости только через этот хэштег. Спасибо большое, Саргалана. Сейчас мы прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой смотрите продолжение «Город женщин». А давайте мы будем дальше говорить про сторис. Вот Юля только что призналась, что не смотрит и не пользуется этой прекрасной функцией. А сейчас я вам хочу показать, как же можно снимать сторис. Для этого мне понадобится мой мобильный телефон. Я зайду в приложение. И прямо сейчас мы попробуем снять сторис. Вот у нас получается лента. Мы делаем, смахиваем. И так, если мы хотим снимать что вокруг, да, очень многие спрашивают, а что снимать в сторис, я стесняюсь. Вот сейчас я прям покажу. Сейчас мы в студии «Города женщин», у нас идет прямой эфир, и Юлия Ким изготавливает новогоднюю подушку. Это прямой эфир в прямом эфире. Это прямой эфир или сторис? Это совсем другое.
Это сторис, да. Прямой Да, эфир это вот получается, мы его сняли. Там и, короткие же видео, да? там получается Минута? 15 секунд. 15 секунд. Да. Мгм. Сейчас давайте попробуем еще раз, но уже В прямом я эфире. буду делать как селфи. Да. Так. Вот. Можно я там? Мы сейчас прямо, вы нас видите сейчас и с экранов телевизоров, и с экранов мобильных телефонов. Вы можете зайти на мой аккаунт и все это посмотреть. Да вот чего- так да чего немножко техника выглядит дошла? закулисье. Я передаю. Маму и тут, А, и там всё, не вышло. показывает. Вот. И это мы тоже закинули. Вы прямо сейчас это можете увидеть. Вот видите, В какая своем такая Инстаграме. интересная. Так, еще раз. Мгм. Прямой эфир. Да. Сколько секунд? Нет, прямой эфир, он у тебя может идти хоть часами. Да. А сторис — это такие маленькие отрывки из твоей жизни. А прямой эфир, он пропадает потом? Прямой Он эфир, сутки, по-моему, да? Да, и он может Держится. храниться сутки, но также ты его можешь просто в память Удалить. телефона сохранить. А, Или удалить. А еще, знаете, вот буквально на днях появилась новая функция в сторис. Не все, может, ее еще заметили. Вот у нас есть главный наш экран. Вот давайте я покажу свой телефон. Мгм. Вот это мой профиль. И тут появилась новая строчка «Актуальная из историй». Да. Да, вот Это сюда мне вы непонятно можете- пока. Да, вот туда вы можете закидывать тоже такие видео. Это можно использовать как... Вы можете скинуть какой-то анонс. Сказать: «Всем привет, вы в моем аккаунте, меня зовут Аргалана Амосова», например. Или вы можете рецепт, там, ну, что-то, то, что вы хотите, чтобы обязательно увидели люди, можете размещать там. А еще... и где оно потом появляется? Вот я, вот допустим, прямо- на тебя подписана, Да, захожу вот к тебе на прямо страницу вот и здесь туда. актуальная из истории. Это вот новинка буквально. Вот я каждое утро просыпаюсь и Пару понимаю, недель. что что-то случилось. Потому что Инстаграм каждый день что-то вносит, какие-то поправки, и они каждый раз такие классные, поэтому я советую вам их изучать, копаться в своем телефоне. А еще, мне было пару раз так, то, что я сняла классные сторис и забыла их сохранить. Они так и остались, и ушли, да, через сутки. Сейчас все сторис уходят в архив. Представляете, как здорово? Вы потом можете Автоматически, обратно да? Так, покажи, вытаскивать. где этот архив. Так, у нас вот, видите, вот наш профиль. У нас тут есть часики, и все то, что вы хотели сохранить, оно там. Да, вот теперь, Юля, я вечером проверю, будет ли у тебя сторис или нет. Дайте мой телефон. Да. А вот ты, Юлиана, когда изготавливаешь, ты пробуешь как-то применять процесс, как-то Нет. снимать? Так вот, я советую всем, да, если вы хотите, чтобы ваши клиенты стали к вам лояльнее, они вам доверяли, снимайте процесс, как это все происходит. Да, тогда они видят, что вы вот Да. настоящий живой человек. Да, у меня Это- еще девушка-пекарь, да, она спрашивала, вот я хочу сделать страничку, да, с тортами, сделать ее как каталог. И она спросила: ты подписалась на меня? Я сказала, что вряд ли я подпишусь, потому что людям интересны люди, да, и опять же, сторис, они делают нас живыми, они делают, вот когда человек видит слишком идеальных людей, он от него немножко так, как-то базируется, да, вот так. А когда он видит, что такой же человек ходит в те же места, что и ты, у него такие же боли, проблемы, заботы, как у тебя, то ты становишься таким открытым и как будто ты мой друг уже. Да, как будто уже знаешь человека. Да, бывает такое, я вот тоже за некоторыми слежу в Инстаграме, да, и такое ощущение, как будто ты знаешь этого человека. Да. И даже у меня Когда было его такое, что увидишь, я... говоришь привет, Да, да? я увидела человека этого на улице, и прямо хочется подойти привет. Она тоже на меня смотрит, и мы с ней... Но она тебя не глазами, знает, да. а ты Нет, её она тоже знаешь. на меня подписана, А, как да? бы друг друга лайкаем. Какие странные у вас отношения, лайкаете, но не здороваетесь. Что же случилось с нами? Да, бывает, что ты хочешь остановить время. Сейчас это возможно. Возможно, благодаря фотографии. И следующий наш сюжет о замечательной фотостудии, где вы можете запечатлеть ваши замечательные моменты. Когда в молодой семье появляется ребенок, то можно начать игнорировать свои желания, а можно с творчеством подойти к реализации мечты. Именно так открылась домашняя фотостудия «Планета» семьи Илларионовых. Мы хотели что-нибудь оригинальное, но в то же время что-то классическое, чтобы было с новогодней елочкой, с камином. А у нас бюджет такой, знаете, маленький был, поэтому мы все хотели сделать из подручных средств, потому что мы с мужем любим такое делать своими руками, что-то такое искать. Я со всеми своими клиентами стараюсь общаться,
То есть предоставлять им какой-то домашний уют. И они у меня всегда могут попить какао, полакомиться печеньками, что-то такое. Она давно этого хотела, она мне рассказывала. И вот то, что она хотела, все нашли, все поставили, сделали. Ну, поработали молотком, можно сказать. По крупицам и с огромным трепетом была собрана новогодняя фотозона, которая радует глаз и всех клиентов. Несмотря на то, что она была открыта недавно, многие просто атаковали начинающего фотографа, чья популярность растет благодаря таланту и особому видению. Свое внимание фокусирую на эмоции человека. То есть они должны быть живые, они не должны быть такие построенные или специально как будто держат елочку. Нет. То есть мне нравятся такие кадры, но я стараюсь ловить более такие эмоции. Когда, например, ко мне приходят парочки, я говорю им какие-то движения, чтобы делать. Лица друг к другу поближе, целуйтесь там, можете поцеловать ее в лобик или можете там в плечо лечь. Вот. И у них в глазах появляется такое странное чувство, и это прям передается на камеру. То, что они, оказывается, не делали такого так давно, не смотрели друг другу в глаза, не держались за руки. Особенно это проявляется у людей, у которых маленькие дети, и они как бы немножко позабыли друг о друге. Фотография – это возможность остановить мгновение. С умелой руки творческого человека оно оживает в кадре и напоминает о самых теплых эмоциях. Спустя годы вы сможете взглянуть на них и просто улыбнуться, окунувшись в воспоминания. Пока мы тут с вами наслаждались сюжетом, сидели, разговаривали, Юлиана уже приготовила, сделала эту замечательную подушечку мягкую. Да, вот такая вот у меня немножко смешная подушечка получилась. Она такая приятная на ощупь. Да, можно потрогать. Но помимо этого дома я еще сшила вот эти такие яркие. Прелесть. Да. Такие яркие цвета, это вот... Мне синенькая подходит. Да, эта ткань называется... Мне, наверное, вот бархат. Под мой маникюр. Да, бархат стрейч. Чувствуешь, как он мягкий, да? Да. Ну, давай, рассказывай. Так, значит, для одной подушки мне понадобилось полметра ткани. Я купила три разных цвета. Специально подобрала такие яркие цвета, чтобы они на контрасте играли, чтобы они на диване смотрелись очень красиво. Далее я купила вот такую ткань парчу и такую тесемочку золотую. Я ее пришила вот с двух сторон. И помимо этого, чтобы скрыть все неровности, я внизу обклеила также этой тесемочкой с помощью клея пистолета. И у меня получились вот такие забавные шарики, которые можно положить на диван. Юля, если честно, даже не скажешь, что это вот сделано буквально, да, только что своими руками. Да, я поняла, что мне кажется, имитация под елочную игрушку. Ты только сейчас поняла? Да, посыл был такой: Новый год, праздник, и хочется дом украсить какими-то, да, вот украшениями. И эти подушки будут прекрасным дополнением. Так хочется обнять точно, и лечь. да, прям очень приятно. Давайте посмотрим, может, как они смотрятся на диване. Давайте попробуем. Если их вместе положить, да? Вместе? Ты хочешь сесть, да? Вот. Ну давай. Красиво? Очень красиво. Да. Очень красиво. Девочки, я же тут выписала имена очень интересные, которые сегодня хотела озвучить. Да? Самые необычные? Да, подводя итоги нашей передачи. Самые необычные, да? Так, ангел, ветер, дельфин. Девочки были, есть луна. Знаю, что девочек называют принцессой. Какие вы слышали самые необычные имена? Я вам хочу рассказать, вот имя, да, одно из самых длинных имен в мире. Давайте я прочту вам его.
Давай. Так, раньше этого молодого человека звали Ник, сейчас он решил поменять имя на Барнами, Бармадюк, Алейзи, Бенжи, Ковбеб, Д'Артаньян, Экберт, Феликс, Гаспар, Гумберт, Игнатий, Джейден, Каспер, Лерой, Максимилиан, Неди, Абьяхул, Пепин, Кюльям, Розенкрат, Секстон, Тедди, Ампут, Виватма, Закари, Усански. За что? Да, это только имя. Я даже боюсь узнать его фамилию. Это кто? Просто человек решил выделиться так. Его раньше звали Ник. Я знаю, что в советские времена было очень модно называть Сталина, Владлена, Владимир Ленин, да? У нас даже есть родственник Мотор. Мотор? Да. Да, девочки, подходит к концу наша передача, и все, у кого есть какие-то вопросы, есть предложения, обязательно пишите, звоните нам. Все контакты вы видите сейчас на наших экранах. А еще мы объявили кастинг. И любая девушка, которая мечтает стать телеведущей, может прислать видео-резюме на нашу электронную почту или в Инстаграме. До новых встреч, всего доброго!